Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какая тайна, какой секрет вам скоро откроется. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения. Так и спросите, какая тайна, какой секрет мне скоро откроется. Если вы готовы, настроились, давайте начнем гадание. Я убираю назад, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Кто-то очень сильно влияет на вас и на вашу жизнь. Вот в последнее время было очень много каких-то странных ситуаций. Вы, возможно, думали, что вам не везет. Возможно, вы думали, что вас кто-то поглазил. Возможно, даже вы думали, что с вами что-то не так. На самом деле, вот, видите, человек стоит и пытается дирижировать и управлять вашей жизнью. Здесь вы действительно вот попали под влияние очень спорной личности. Я не могу сказать, что человек плохой, но человек пытается вас под себя подмять, то есть диктовать вам свою волю, и чтобы вы жили под указалкой этого человека. Видите, в левой стороне он держит руку с мечом, а в правой стороне, видите, есть слоник. То есть человек либо блокирует ваш успех, ваше материальное, либо человек пытается через вот это материальное на вас воздействовать. Смотрите, у одних отыграется, что это ваш любимый человек, там, супруг, мужчина, с которым вы вместе находитесь. То есть желание, смотрите как, чтобы вы сидели молча, голову не поднимали и, как говорится, полностью ему доверились, и каждое слово вот просто ловили на лету и поступали, да, так же, как и говорит он. У кого-то отыграется, что это начальник, который, эксплуатирует вас, да, использует, как будто бы в рабство вы попали. А у кого-то может отыграться, что это ваши родственники, которые боятся того, что вас, скажем так, потеряют, что вы уйдете жить своей жизнью, вот как вам хочется, как вам нравится. Однозначно здесь идет влияние и подавление вас как личности. Смотрите, мои хорошие, если говорим о мужчине, о вашем мужчине, здесь вы как-то задели этого человека. В последнее время что-то между вами происходило, когда вы, как говорится, не в бровь, а в глаз били этого человека. То есть указывали ему, либо говорили, да, что ты там не прав, потому что так и так. Либо я делаю это, потому что я хочу, я это чувствую, я понимаю, что для меня это будет хорошо. Человек испугался, что может вас потерять, потому что без вас вот как будто бы он никто. Где он найдет еще такую прекрасную женщину? Вот как можно удержать женщину рядом? Люби ее, уважай, холь, лелей, дари ей подарки, сделай ее жизнь прекрасной, да? Вот эти варианты он даже не рассматривает. У него только один вариант – подавлять женщину. То есть запугать, затуркать, обесценить. И вот она такая никому не нужная, да, будет меня тут слышать, выполнять все, что я хочу и прочее, прочее. Мои хорошие, вот у кого эта ситуация, вот именно конкретно с мужчиной, здесь у вас идет освобождение. Освобождение, причем освобождение либо какими-то новыми отношениями, новой любовью, либо вы встретите человека, который поможет вам скинуть ярмо вот
такого, извините, упыря. Ну, простите, я по-другому сказать не могу. Но не может нормальный мужчина, да, к своей женщине так относиться. С мечом он стоит, понимаете? Он стоит с мечом. То есть это идет надругательство, просто уже надругательство над вами. Тяжелые отношения. Отношения, которые не приносят ни удовольствия, ни радости, ни счастья. Приносят страх, разочарование и боль. Вот что они приносят. Здесь вас освободит человек, либо человек вас полюбит, знаете, как прекрасный рыцарь спасет вас от дракона, либо человек, узнав о вашей тяжелой ситуации, проникнется и вот поможет, причем, вот как все ваши проблемы на себя возьмет. То есть если у вас там есть дети, если вам некуда пойти, вам не у кого попросить помощи, как говорится, голову негде приткнуть, то вот человек вот прям все на себя возьмет и вам поможет. Но у большинства девочек это, конечно же, новая любовь, новые хорошие, теплые отношения. Если мы говорим про родственников, то здесь вы как будто бы местами поменяетесь. Например, да, вы живете в семье, и у вас там деспотичная мама, либо свекровь, да, которая пытается вот именно таким образом, там, запугиванием, шантажом, манипуляциями вас сдерживать в вашем развитии, либо в ваших желаниях. Здесь вы меняетесь местами. Здесь получается, что человек будет страдать по здоровью, то есть усложнится ситуация со здоровьем, какое-то беспомощное состояние. И вы уже будете, знаете, как доминировать и, как бы действовать, да, соответственно, по ситуации. То есть человек будет от вас зависим. Вовремя ли вы дадите лекарства, там, отведете ли вы этого человека в уборную, отведете ли вы там в поликлинику, там, сделаете ли там укольчик, там, температурку померяете, да, приготовите ли вы кушать. То есть ситуация вот так кардинально у вас поменяется. Но я вижу, что вы человек очень хороший, добрый, вы не станете повторять вот этих действий злонамеренных в вашу сторону, вы поведете себя очень достойно, тем самым показав, что можно и по-другому добиться любви, можно по-другому, да, выстраивать отношения. И путь уважения и любви, он самый и позитивный, и действует он намного эффективнее. Если мы говорим про работу, когда вы как в рабстве находитесь, да, пашете тут как лошадка, то вот с этим начальником у вас как прощание идет. Прощание, причем как-то вот вы скажете, прям все скажете, кто, что. Мало того, у вас вот прощание идет, потому что у вас новое предложение. Вам будут предлагать новую работу, очень, кстати, хорошую работу, высокооплачиваемую, по сравнению с тем, что было. И график там хороший будет, и место там очень хорошее будет. То есть вы будете уходить, вот прям из ада вырываться, да, и будете идти в райские кущи. А вот этому начальнику вы очень много выскажете. Мало того, вот вы как будто бы бунт там поднимете, да, вот вы выскажете, там ваши коллеги посмотрят, послушают и скажут: слушайте, а мы что, да, а чего мы боимся? То есть там даже какая-то может революция случиться на этом рабочем месте, да, в этой конторе, на производстве. Этому начальнику придется несладко. Возможно, люди, ваши там сотрудники, коллеги будут там жалобы писать на этого человека. Там, вы знаете, как цепочка каких-то неприятностей запустится. Могут проверки приходить, могут всякие там, не знаю, пожарные, те, кто отвечают там за налоги, вот они будут приходить и его проверять. То есть и подчиненные слушаться особо не будут требовать повышения и прочих условий. И еще вот как сверху будут приходить люди и долбить. То есть, вот как отмщение идет. Вы как своим вот этим, может быть, пожелаете этому человеку, да, чтобы испытал все то, что испытывают его сотрудники. Вот как нагличите ему неприятности, по крайней мере, он так будет думать. Либо она, кто у вас начальник, да, что это вот за вас прилетело. Но не сладкое время ждет этого человека. Дальше, мои хорошие, какие секретики? Тот секретик вот про любовь идет. Про любовь. Есть человек, который вас любит, причем любит давно, но не имеет права вам о своей любви говорить. Желание этого человека вот на сегодняшний момент — это любовная связь с вами. Может быть, человек не свободен, может быть, у него есть там жена, дети, не знаю, целая такая кагала родственников.
Не имеет права он вам говорить о любви, но очень хочется с вами любви. Вот близости, особенно близости хочется. Он в вашем присутствии просто, ну вот сам не свой становится. Знаете, как и балдеет, и млеет, и с другой стороны, ну вот это желание, да, физиология, он справиться с собой не может. Смотрите, вот у вас будет какая-то встреча с этим человеком, когда он просто не выдержит. Вот не выдержит, и все будет понятно. Будет стесняться, но попытается вот как-то вам объяснить, сказать, что, понимаешь, вот такая сложная жизнь. Я давно тебя люблю, но понимаю, что нет будущего, да, но не имею права портить тебе жизнь, и я понимаю, что ты достойна лучшего, но недостойна ты быть любовницей, ты достойна быть женой, одной единственной на всю жизнь. Я не могу тебе этого дать. То есть вам этого человека прям жалко станет. Еще утешать этого человека будете. Но, вы знаете, я не вижу между вами любовной связи в будущем. Скорее, у вас будет очень сильная какая-то связь, вот как дружеская. Вы, кстати, друг друга очень ментально будете чувствовать. Возможно, вы уже чувствуете, возможно, вы понимаете, о ком я говорю. Вот. И с этим человеком вы вот дружить будете. На ближайший год, давайте скажем так. Я не вижу, что связь ваша возможна. А там посмотрим, как жизнь повернет. У вас просто подкова выходит на этого человека, но она пока перевернута. Может быть, время не пришло. Может быть, ситуация в будущем будет меняться. И появится шанс, чтобы быть с этим человеком. Но я вам так скажу, вот как вас любит этот человек, вас в жизни никто никогда не любил. Вот в принципе, да, были у вас отношения, любовные романы, браки, да, но вот именно таких искренних чувств никто к вам не испытывал, вот как испытывает именно этот конкретный человек. Знаете, тут как бы и любовь, и счастье, и в то же время как трагедия идет, да, потому что нет возможности быть вместе. И я вас также хочу предупредить, чтобы вы с этим человеком не шли на тайную любовную связь. Эта тайная любовная связь, она, понимаете, она очень много потратит вашей энергетики. Здесь могут быть любовные муки, очень сильные любовные муки. Этот человек, понимаете, он может вас так запалить, что вы потом не сможете остановиться. Вот. Лучше дождитесь благоприятного времени. Ну вот сколько тут оставалось до конца года, да? Может быть, ситуация поменяется. Дружите, общайтесь. Желательно, конечно, в интернете, не лично. Потому что если у вас симпатия будет взаимная, я думаю, вам сложно будет удержаться от соблазна. Но вот очень неблагоприятно, если вы пойдете именно на тайную интимную связь с этим человеком. Если время пройдет, появится возможность, встречайтесь в открытую. Любите друг друга, там, женитесь. Ну, я думаю, вы все люди взрослые, понимаете, что нужно делать, да, чего от жизни ждете. Но тайные любовные связи лучше воздержитесь, даже вопреки там, огромному желанию обоюдному. Вот вас прямо об этом предупреждают. Так, идем дальше. Здесь вот женщина вышла, и она держит в руках Луну. И женщина такая, знаете, сама себе на уме. Либо это родственница, либо это какая-то ваша подруга. Она очень много говорит, она любит говорить. Возможно, вы очень много общаетесь с ней по телефону, там, и в личной жизни, и по телефону. Прям такая, любит на ухо присесть. Вот все, что она вам говорит, делите сразу на 3. Хотя нет, лучше на 5. Все приукрашает, все искажает. Ну, такой, знаете, испорченное радио даже, да, испорченное радио. И постарайтесь с этой женщиной минимизировать какие-то доверительные разговоры. То есть не делитесь с ней своими переживаниями, своими секретиками, своими даже мыслями по каким-то вопросам. Поверьте, вот все, что вы ей говорите, буквально, да, там, в течение, там, ну вы пообщались, да, она вышла за порог и уже как минимум там 3 разным людям рассказала о том, что вы ей сообщили. Она как генератор для сплетен, для слухов, она их просто производит с какой-то бешеной скоростью. И если вас
мучают, донимают какие-то сплетни о вас, разговоры, да, вот что-то вы слышали, знаете, и вы голову ломаете. А кто же это делает? Вот делает конкретно она. Женщина, которой вы доверяете, женщина, с которой вы постоянно общаетесь. Смотрите, еще такой момент, обратите внимание, это не для всех, это для кого-то конкретно. Возможно, у вас нет такой близкой подруги, но у вас есть там, например, сестра, либо мама ваша любимая, вы с ней делитесь своими переживаниями. А вот уже ваша сестра, либо ваша мама, общаясь вот с такой женщиной говорливой, ну, тоже, знаете, как, может быть, совета у нее просит. Говорит, вот знаешь, вот у моей доченьки такие-такие проблемы. Что думаешь, что скажешь? Может быть, там кого-то знаешь, кто может помочь. Она говорит, ой, да, это ужасно, я узнаю, я постараюсь помочь. И тут же она идет и начинает о вас рассказывать. Вот как такой вот, знаете, передатчик, да, информации. Старайтесь вот прям поменьше делиться. Хочется поговорить, я уже много раз вас учила, да, берете к зеркалу, подходите и сами с собой разговариваете. Поверьте, вы сможете выговориться, и никуда эта информация не пойдет. То есть там же и останется. Вот прям вас предупредили и сказали, что женщина о вас распускает сплетни, вот все, что вы доверяете, говорите, все сразу же становится достоянием публики. Да? Все сразу же об этом знают, и очень многие люди, кстати, знают и о вас, и о ваших переживаниях, о ваших семейных проблемах, даже о ваших планах. Вот. А потом люди удивляются, ой, а что у меня ничего не получается, ой, а что у меня там облом, тут облом. Вот, пожалуйста, человеческие речи, завистливые, такие, знаете, вот прям как грязные идут. Конечно, ничего не будет получаться. Старайтесь поменьше говорить. Дальше, вот какая-то змея у вас тут ползает. Но это, скорее всего, какие-то соперницы. У кого-то есть соперница. Змея, причем змея, скорее всего, гремучая, очень ядовитая и опасная. Опасная тем, что ума-то не хватает, да, и недостаток ума компенсируется вот этой агрессией, вседозволенностью, и вот не боится, понимаете, ни бога, ни черта. Ничего не боится, думает, что там мне будет. Вот хочу и буду. Беру и делаю. Такая женщина. Это именно женщина. Кстати, если мужчины меня смотрят, знаете, что есть женщина, которая либо отомстить вам хочет, либо за что-то вас вот прям наказать, да. А может действительно конкурирует с вами на работе. Вот. Вот смотрите, вы ее недооцениваете. Вот проблема в этом. Недооцениваете. Вы думаете, рассуждаете, ну, исходя, отталкиваясь, да, от того, какой вы человек. Вот есть у вас рамки, есть барьеры, вы законопослушный человек, вы Бога боитесь, да, там, греха боитесь. А вот она ничего не боится, абсолютно. Поэтому вы либо ей проигрываете по этой причине, либо, ну, вот как недооценил своего соперника, своего врага. Здесь, мои хорошие, я не призываю никого действовать такими же методами. Ну, это в принципе, да, оно и не работает, оно только как раздувает этот костер конфликта. Я тут вам просто советую читать Псалом. Псалом 139. Очень хороший, вот как раз направлен против таких глупых и агрессивных людей. Псалом Давида 139. Читайте месяц, 30 дней, и читайте по 9 раз с утра. Он небольшой, не пугайтесь, совершенно небольшой, времени много не занимает. И там вот в первой строчке идет «Спаси меня, Господи, от злого человека», вы просто называете ее имя. Да? Злой человек, и представляете ее, либо называете ее имя. Поверьте, за вот эти 30 дней все поменяется. Это очень сильный псалом, и люди недооценивают, абсолютно недооценивают. А я вот советую и рекомендую там, не обращаться за всякой магией, не обращаться за всякими там защитами и прочее, а защищать себя самостоятельно. Ваша просьба, она вот конкретно, да, человека, которого обидели, она Богу слышна больше всех.
То есть вы же от сердца просите, да, у вас есть переживание, у вас есть обида. И быстрее оно все осуществляется, быстрее работает. Поэтому найти это несложно. Я уже тоже много раз говорила. Есть такие книжечки, молитвословы, псалтыри, в церковных лавках продаются. Если нет возможности, просто открываете Google, пишите Псалом 139, и вам сразу же выдает 1000 там ссылок на разные порталы, на разные странички, где вы можете этот псалом прочитать, либо переписать, может быть, скриншот сделать, да, и хранить у себя на гаджете и читать. Попробуйте, поверьте, очень эффективно вам поможет. Так, идем дальше. Тут тайный секрет касается какого-то вашего дела, либо везения, либо просьбы даже, да, к высшим силам направленными. Я вижу, что вы чего-то очень сильно хотите, вот прям желание вашего сердца, мечта. Вы к этому идете. Идете, причем не первый день, и даже не первый месяц, даже, возможно, не первый год. И чем ближе вы подходите, вернее, к своей мечте, тем быстрее она от вас отдаляется. Вы в шоке, вы не понимаете, что происходит, за что вас так высшие силы не взлюбили, за что вам отказ идет, причем в такой вот грубой форме. Да, вот почти ухватилась, опа, назад откинули. Мои хорошие, секрет заключается в том, что эта ситуация еще не дозрела. Ваше желание еще не дозрело. Вы достойны это получить, и вы это обязательно получите. Получите в самой лучшей форме, в самом лучшем виде. Так, чтобы прям, знаете, мгновенно, моментально, вот здесь и сейчас. Чтобы это осуществилось, должны быть определенные условия. Этих условий пока нет. Вот нет и все. Высшие силы выжидают. Вот когда пазл сойдется, когда будут все условия, все возможности, вот ваше желание, ваша мечта просто моментально исполнится. Вам исполнение по судьбе. Не переживайте, доверьтесь высшим силам и просто подождите. Все будет замечательно. Так, здесь у меня еще сложные отношения. Мужчина и женщина никак не могут договориться. Возможно, вы живете давно вместе, возможно, знаете давно друг друга. Чувства у вас есть, были и есть. Сейчас они как притупились, как обида. Понимаете, обида накрыла вас. И мужчина тут тоже такой разобиженный, и вы как разобиженная. Как будто бы у вас дело все идет вот к расставанию, к разводу идет дело. А вы вот понять не можете, что не так. Вы вините всех, вот, да, всех, на кого глаз упадет, ну, кто как-то там отличился, да, вы вините. Но вы одну вещь не понимаете. Проблема не в людях вокруг, а проблема в мужчине. Не в вас даже проблема, в нем проблема. Он у вас, простите за слово, но немножечко ущербный. Ну, как человек с инвалидностью, да, таким он родился. Он боится совершать ошибки, боится двигаться, боится идти вперед. Для него самое страшное — это получить отказ, быть высмеянным, когда считать себя неудачником, либо чтобы кто-то считал неудачником. Вот это самое страшное для этого человека. Да, он талантливый, да, он может быть способный, там, умный, красивый, состоявшийся и прочее, прочее. Но он не идет на поводу у чужого мнения. Вот он на поводу у своего мнения, а его мнение вот диктует страх. Да? Вот те ошибки, которые он совершает, это все из-за его страхов. Крайне не уверен в себе. Крайне. Здесь, мои хорошие, ну, я не знаю, как это лечится. Возможно, хороший психолог вам поможет. Но я бы вам советовала за здравие этого человека, как за болящего, да, читать, либо заказывать службы. Вот, это может помочь. Плюс, тут еще такая вещь отыграться может, что человек вам завидует. Завидуют, может быть, вы более успешная, может быть, у вас больше друзей, больше контактов. Вы как-то легко, вот идете по жизни легко, встречаете проблему, вы ее решаете. А он встречает проблему, он от нее убегает и прячется. Вы абсолютно разные. Но секрет в том, что ваши отношения кармические. И хочешь, не хочешь, вы с этим мужчиной, но пока не расстанетесь. Ваша задача либо вылечить этого мужчину, да, от его страхов, фобий, либо
научить этого мужчину жить и не бояться. Жить и не бояться, получать удовольствие и кайф от каких-то своих достижений, пусть даже мелких. То есть давайте ему мелкие поручения. Ну, допустим, там, прикрутить выключатель, там, прибить плинтус. Вот он сделал, пусть даже не очень хорошо, но вы его похвалите, скажите: смотри, какой ты молодец, да? Какой же ты молодец, какие же у тебя там руки золотые. Если он чего-то там испугался, не сделал, так вы ему прямо скажите: зачем же ты отказался от этой возможности? Ты мог себя проявить. Даже если бы у тебя не получилось, у тебя бы был опыт. То есть не ругайся, а именно объясняйте. То есть пока вы вот эту свою роль, миссию там, спасительницы либо учительницы не выполните, вас не отпустят. Вас не отпустят, и отношения будут такими. Да, и, возможно, вот влияют на него там какие-то родственники, там, бывшие. Он, кстати, очень сильно подвержен влиянию женщин. Но поверьте, самое главное, вот самый главный триггер и проблема в ваших отношениях — это его неуверенность в себе, его страхи и его фобии. Надо с этим в первую очередь разбираться, а потом уже все остальное. Может быть, вам следует какие-то книжки по психологии почитать, может быть, каких-то психологов посмотреть, либо обратиться на консультацию. Но надо этот вопрос решать. То есть здесь ситуация, вот прям она в ваших руках. Чем раньше вы начнете действовать, чем раньше вы начнете помогать ему, да, тем быстрее у вас мир воцарится. И, возможно, да, если карма отпустит, то ваши отношения выйдут на совершенно другой уровень. Вот так вот, мои хорошие. Так, ну и напоследок. Здесь секрет и тайна касается лично, персонально человека, который зашел на мою отсыпку. И это работа. Это работа, это будущее, это ваши личные какие-то вот прям заслуги, достижения. Смотрите, мои хорошие, вот по судьбе либо бизнес свой иметь, бизнес вот прям с нуля. Вот, может быть, даже сами все придумаете, да, чем буду заниматься, как буду заниматься, вот будете прокачивать свой бизнес. Либо какая-то высокая должность к вам идет. Должность, причем, ну вот как люди к вам идут прям на поклон, да, вот прям ищут вашего внимания, ищут вашей поддержки, помощи. Вы как очень важный человек. Вот все, что с вами сейчас происходит, все, что происходило с вами раньше, это тот опыт, который вам необходим, чтобы в будущем, да, либо такую позицию в жизни занять, либо бизнес свой открыть. Поверьте, когда придет ваше время, просто у меня эта картинка, она прям в венце, то есть это самое отдаленное. Вы все поймете. Вы поймете, что все события, ситуации, трудности, сложности, они все были не случайно. И из каждой ситуации вы выходили, обретая знания. Эти все знания вы будете в будущем очень эффективно применять, как для себя, так и для тех, кто будет вас окружать. Вот так, мои хорошие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.